Вот эту часть дома строили мы. Ну, уже с опытом и с опытом клиента, что важно. А сейчас пройдем в ту часть дома, которую строила другая строительная компания. Тут и потолки низкие, потому что это и отделка, и с той стороны съестся, и уже мы. То есть уже некомфортно психологически. Но пойдемте дальше. Это видно, что с потолками они... Вот это вот экономия на брусе. И экономия на половых балках. Почему мы говорим, что подбирать надо половые балки, исходя из длины пролета, чтобы качений было мало. Вот сейчас смотрите на потолок. Это мой вес. Я вешу не так много. У меня порядка 85 килограмм. И мы видим, как вот здесь заиграют сейчас половые балки, потому что они сделаны из тонкого бруса. И это с учетом того, что на эти балки уложены фанерные лаги, уложена фанера. То есть они еще эту нагрузку распределили. И тем не менее, если будут бегать дети или вообще взрослые, пройдутся, то вот здесь есть колебания. Вы понимаете, что к этому потолку сейчас жестко не привязать другой чистовой потолок, потому что, допустим, из гипсокартона, да, он уже потрескается. Здесь по-любому надо делать натяжной и привязываться уже к стенам, потому что на них воздействие меньше уже идет, да. Дальше люстру. Какая должна быть люстра? Это, во-первых, она будет уже приплюснутая, потому что высоту они не добрали, неправильно количество винцов посчитали. Плюс она будет дребезжать, то есть надо еще конструкцию люстры теперь подбирать, чтобы дребезжаний и качаний никаких не было. То есть вот, а самое интересное, этой компании 10 лет. На рынке 10 лет. А ума не хватило. И вот сейчас человек, которым они построили эту часть дома, он мучается. И обратите внимание на меня, рост примерно, грубо, там 1,80 м, и вот потолок, который будет уже здесь, натяжной. Я рукой буду его в дальнейшем трогать, грубо. Здесь не ощущается жилое помещение, оно как бы такое придавленное все. Да, и воздуха не будет хватать. То есть печаль. А теперь пройдемте в наше. С мощными, сразу отмечу, с мощными половыми балками, с мощными потолочными балками, где будет хорошая толщина утеплителя. Вот здесь чувствуется, да, другая атмосфера. Здесь дом. Здесь какая площадь, да? Какая высота потолка. Здесь по-другому идет ощущение. Здесь вот ощущение дома, простора, комфорта. Ох, кайф. И там не очень. А сейчас сравните разницу в нашем доме. И теперь сравним здесь. Ну, шикарно. Не буду дальше осуждать. Осудите вы в комментариях. Да. Промолчу. Еще до того, как мы поднимемся, посмотрите на межэтажное перекрытие. Снизу пошла доска, как силовой каркас, чтобы утеплитель вниз не упал. Потом идет пароизоляционная пленка, чтобы вот эти бытовые пары, они не проникали, его не разрушали. Внутри идет шумоизоляция, чтобы между этажами был бытовой комфорт. Минимум 15 сантиметров необходимо делать, желательно 20. Дальше все эти пленки между собой проклеены, чтобы ни через какую-то щелочку ничто туда не попадало. И плюс с лентами проклеено. И с деревянными конструкциями тоже все проклеено. Между собой белыми и черными с деревянными конструкциями. Потом пошла фанерная лага. Вот она. Потом пошла фанерная мощная надежная лага и сама фанера. Вот такой мощный надежный пирог. Класс. То есть у нас мощные половые балки идут, надежные. Плюс фанера, которая еще усиляет, да, и распределяет нагрузку. Фанерной лаги и сама фанера. То есть там настолько мощный и надежный пол получается, то есть который будет выдерживать все нагрузки, и там колебаний, каких-то деформаций будут просто минимально. Очень надежные конструкции. Вот наши. Почему мы используем фанерные лаги, а не доску просто? Потому что доска,
она имеет неровную геометрию. Нам же по итогу, во-первых, нужен более надежный пол. Посмотрите, какое сечение, и само сечение этой фанерной балки придаст более жесткую конструкцию самого пола. Это первое. А во-вторых, мне нужна четкая геометрия всех показателей, вот этих всех конструкций. Нам же по итогу надо выйти так, чтобы фанера была идеально ровная, правильно? Потому что чистовое покрытие, там кварцвинил, ламинат или что-то еще более дорогое, там паркет, он должен идеально быть постелен. Там миллиметры идут зазоры, миллиметры идут допуски перепадов по фанере. То есть у меня максимально ровный пол должен быть. Чтобы максимально ровный пол сделать, мне нужны идеальные конструктивные материалы. Вот и все. А доска, она сырая, там, высохла криво, там, из нее не получится сделать идеально ровный пол.